Дорогие друзья, мы рады вновь вас приветствовать на нашем круглом столе, посвященном вопросу абхазской культуры в контексте национальной безопасности. Это сегодня наша третья встреча, которая проходит в стенах Новофонской обители. Сегодня уже традиционные участники – это Олег Несторович Домения, руководитель Центра социально-экономических исследований, Даур Капитонович Начкебия, писатель, общественный деятель, архимандрит Дорофей Дбар, теолог, ведущий сотрудник Абхазского университета языка и литературы, ну и ваш покорный слуга Герман Маршаня, тоже теолог. И сегодня нашим докладчиком является отец Дорофей. Тема его доклада «Культура поведения в горах Абхазии». Пожалуйста, отец Дорофей, Спасибо. вам слово. Спасибо. Если мы, предшествующие наши семинары, мы касались в целом культуры и говорили в общем об абхазской культуре и феномене абхазской культуры, я, наверное, решил в сегодняшнем всем сообщении сузить немного тему и более конкретнее, более практичнее преподнести материал. Значит, в последние годы интерес к отдыху в горной местности в Абхазии заметно вырос. И причем это касается как приезжих туристов, так и самих местных жителей. Я сам уже 6-й год ежегодно поднимаюсь на отдых в горную часть Абхазии, и поэтому, собственно говоря, и мои наблюдения, и мой какой-то небольшой опыт, который накопился за это время, он тоже имеет отражение в том докладе, который я сегодня вам представлю. К сожалению, подавляющее большинство посещающих горную Абхазию людей вообще не имеют представления об основах культуры поведения в горах. И это катастрофически сказывается на изменениях непосредственно горного ландшафта, так и на экологии в целом, гор в целом. Изучая этнографические материалы и наблюдения современников и различных путешественников, мы обращаем внимание на то, что в культуре абхазов поведение человека в горах всегда выделялось. Это было связано с восприятием гор у абхазов. Ну, по крайней мере, до последнего времени это было так. Абхазы, как и адыги, даже создали свой особый язык общения в горах. Как вы знаете, это лесной язык, абна, абзша. Другими словами, была сформирована философия восприятия окружающего мира, выраженная в поведенческой культуре. Высокогорье воспринималось как место наиболее близкое к небесам, то есть сакральное. Говоря метафорически, восхождение в горы воспринималось как приближение к Богу, обитающим в горнем мире, это известная фраза из Священного Писания. Открытая местность воспринималась как открытость всевидящему оку Господнему. Соответственно, такое восприятие способствовало тому, что, находясь в горах, человек относился ко всему, что его окружало, с большим благоговением. Кроме того, высокогорье по множеству разных причин, внезапная перемена погоды, сложность рельефа, дикие звери, опасность, которая могла исходить из традиционно скрывавшихся в горах обреков, это тоже имело место, оползни, завалы, риск заблудиться и так далее, не является безопасным местом для пребывания человека. Разумеется, такого рода риски сами по себе ограничивают свободу человека. Привычная раскованность и легкость восприятия мира в горах становится еще одним фактором риска. Поэтому человек, находясь в горах, остро ощущал необходимость в защите и покровительстве, каждый раз обращался к небесным силам, но это отдельная тема, там очень много интересных и этнографических материалов, например, по поводу Айтара, но я сегодня этого касаться не буду. Соответственно, поведение человека в горах выстраивалось подобающим образом, то есть человек не хозяин, а гость. Конкретно это выражалось в изменении поведения. Например, никто никогда не оставлял после себя мусора, источник нежелательного внимания диких зверей. Соблюдение личной гигиены всегда было сопряжено с возведением специальных легких укрытий,
Никто никогда не купался нагишом в реках и озерах, как мы сейчас, к сожалению, наблюдаем. Обязательным условием помощь всякому, кто нуждается в ней. Охотники обязательно делились добытой дичью со встретившимися людьми. Пастухи всегда обязательно давали питание и ночлег путнику. Охота и рыбалка в горах всегда ограничивалась необходимым для пропитания объемом и не допускала добычи лишнего. Это выражалось в том числе в регламенте отстрела дичи. Например, если группа охотников оказалась и вдруг видят перед собой дичь, право стрелять имел только один. Не могли они все вместе, если даже на всех хватало эта дичь, одновременно осуществлять стрельбу. Далее, тем более, была недопустима беспорядочная стрельба. Особое отношение было к доступным источникам питьевой воды. Загрязнение, тем более разорение источников, было тотально запрещено. А вот очистка источника являлась негласным обязательством любого, кто имел на это возможность и время. В одном из рассказов известного абхазского сказателя или сказителя, Маадана Сааканя под названием «Псхё кытыйкулы зажибщ» описывается мифологическая история возникновения очень известного минерального источника Ватхара. У подножия горы, на которой находилась святыня, то есть Аныха и Налкоба, был минеральный источник Адзиццо, служивший целебным средством для всех жителей этого высокогорного села. Жители села относились к нему с большим благоговением. Вот однажды некий человек, как говорит он, пришедший из района Сочи и поселившись среди жителей Псху, преднамеренно выстирал в этом источнике свои одежды. Адзы абниейпш аназиу, продолжает повествователь Маадан Саканя, вахынла адыд мацвистыцын акырцх ауид, каамет қалид, псхуб гейтха, ваю яхо, амшцгеба псқалид. Ава рыцфихом, квартахом, кубряха, рагбахр якшвид, псхуйтын хоз. Ачна нааша, янейкха, ажлыр айд, рныхача иқылу абойтха. Ерадзы схумгаз адыды афиисын дыбылны жират кажин. Адзы қадзымыз итыцны ицейт, а тып ехтыцыз бгейт итышахы. Завершает свой рассказ Маадан Саканя. То есть, другими словами, из-за вот этого осквернения тот источник Аватхара переместился из первого места своего пребывания, там, где мы сегодня все с вами ездим и берем, и набираем, и потребляем эту воду. Особые нормы поведения в горах исключали также любую чрезмерную громкую вокализацию. Крики, хохот, ругань, злословие, сквернословие и даже песни, равно как и бессмысленную беготню и даже танцы. Основной формой досуга в горах было совместное принятие пищи и долгие вечера, и разговоры у костров. Относительно последней формы досуга в горах интересен еще один любопытный факт, связанный с еще одним сказителем, Платоном Дбар. По словам фольклориста Зураба Джопа, Платон Дбар помнил почти весь основной сюжетно-тематический круг абхазских нардских сказаний. Нардским сказаниям, продолжает названный исследователь, он научился у своего друга Абазина, с которым в юности пас скот в горах 2 года, а тот, в свою очередь, свой репертуар перенял от своего отца и знал около 300 текстов. Вот, пожалуйста, один из интереснейших источников происхождения нардских сказаний, эпосов. Кстати сказать, когда я вот это прочитал, я очень серьезно призадумался насчет культурного обмена, который происходил во время выгона скота на нагорные пастбища. Кроме того, все вышеперечисленные и многие другие ограничения являлись своего рода инструкцией по безопасности жизнедеятельности в горных условиях. Ведь мусор непременно привлечет диких и хищных зверей, без воды можно погибнуть, купание нагишом в реке оставляет человека без защиты в случае нападения или схода селей, крики, шум и беспорядочная стрельба могут сбить с толку оказавшихся рядом людей, либо вызвать обвал, избыточный отстрел животных нарушает экологический баланс и так далее.
Все эти и другие ограничения являлись частью поведенческих норм, составляя единое целое с сакральным восприятием гор, формируя тем самым соответствующую философию и культуру абхазов. И эти нормы актуальны сегодня. Более того, исчезновение сакрального восприятия и глобализация привели к вымыванию базовых принципов безопасного поведения человека и должного отношения его к окружающей среде. Но все вышеуказанные мною вот эти правила поведения не значит, что горная местность сама по себе является подобной храму или музею. Напротив, наши предки активно использовали ресурсы, которые могла дать горная часть Абхазии. Выпас скота, рубка леса, добыча руды и минералов, использование минеральных вод, охота и отдых осуществлялись местными жителями с древнейших времен. Ацангары, печи, тропы, рудники, мосты, даже современные балаганы охотников – все это свидетельствует об активной хозяйственной деятельности человека в горах и в том числе наших предков. Но именно соблюдение всех вышеописанных правил поведения человека в горах как раз и позволяло сохранить до нашего времени великолепную флору, фауну и природные ландшафты, влекущие сегодня в горы как жителей, так и гостей Абхазии. К сожалению, именно нам, нашему, наверное, современному поколению, приходится быть свидетелями, как резко изменилась культура поведения человека в горах. Это я могу засвидетельствовать на собственном опыте за все эти 6 лет. Все то, что я наблюдаю там, и что, в принципе, меня тоже возмущает, как и любого другого человека, который думает об этом. Горы становятся объектом хищнической эксплуатации, это связано с развитием и расширением в Абхазии туристической отрасли. А огромное количество внедорожников загрязняют не только воздух, но и истоки горных рек. По исследованиям ученых, биологов и экологов, данное мое утверждение, которое я сейчас приведу, оно основывается на докладе, который читался во время международной конференции здесь профессором одного из российских ведущих университетов, которую пригласили, она женщина, ее пригласил Институт экологии, и они совместно проводили эксперименты, совместно изучали вот эту ситуацию, загрязненность абхазских рек. И к чему они пришли, к какому выводу? Установили, что главным факторами загрязнения рек Абхазии являются два. Когда стадо домашнего скота переходят реки, и по руслам активно ездит тяжелый внедорожный транспорт. Это не значит, что надо запретить выпас скота или джипинги в горах. Разумеется, регламентация этих явлений нужна, но гораздо важнее возвести мосты там, где они необходимы. Это решение одинаково облегчит экологическую нагрузку и обезопасит самих водителей и пассажиров транспортных средств. Вот просто я обращаю ваше внимание на то, когда мы едем в Ауатхар, вот Лана здесь присутствует, она тоже это знает, в 2 местах мы всегда проезжаем через реки. Да? И одно из них прямо находится над озером Рица. И вот этот сток воды как раз попадает в озеро Рица. И там мы видим бетонную плиту, которая находится ниже уровня воды. И то же самое в том месте, которое мы называем условно в советское время студенческая поляна, при переходе на ту сторону, то же самое до сих пор никак вот этот мост сделать не могут. И скот, и автотранспорт вот таким образом через брод переходят и загрязняют наши реки. Мы наблюдаем, как огромное количество туристов, совершенно не подходящей для местности одежде, это я уже даже оговаривать не буду, распевая под рев музыки горячительные напитки, роем двигаются в сторону гор. Более того, у озер и рек появились кафе и рестораны, сливающие канализационные отходы и серую воду прямо в водоемы, на чистоте и красоте которых они сами же и зарабатывают. Бросать мусор, в особенности пластик и окурки в воду рек и озер, мыть автомобили и грязную обувь стало, к сожалению, нормой поведения. Даже поведение людей у источника родниковой и минеральной воды все чаще сопровождается конфликтами и бранью в очередях. Оно же медленно выходит из земли, да, и вы сами много раз были свидетелями, когда люди начинается перепалка, какой-нибудь, джипинг, водитель, он хочет быстрее провести своих туристов, там люди часами стоят и так далее. Порой молодежь, отправляясь в горы, абхазская молодежь,
на несколько дней на пикники, также игнорируют нормы поведения, оглашая природные урочища громкой музыкой, шумом, перемежая распитие алкоголя принятием психоактивных веществ и тому подобное. К сожалению, это тоже имеет место. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо, чтобы сами хозяева, то есть мы с вами, хозяева страны, в первую очередь водители внедорожников, владельцы ресторанов и кафе, пастухи, экскурсоводы, любители поездок в гор на пикники и другие вспомнили о традиции культуры поведения, сделали его частью своей повседневной жизни и лишь затем требовали соблюдения норм правил от всех остальных. В противном случае в горной части Абхазии не будет никаких перспектив, и все завершится экологической катастрофой, как, к сожалению, мы это имеем не только в Абхазии, но вот здесь присутствуют люди, мы с ними в горах эту тему обсуждали, что, например, происходит в швейцарских Альпах. Да, какое количество туристов появилось, как возмущены местные жители, вот эти автомобили, изменение климата и так далее, и так далее. Это не единственная проблема наша, во всем мире это так. Но мы же должны какой-то урок из этого извлечь. В октябре 2016 года в Сухуми состоялись третьи международные налоповские чтения. В них принимал участие профессор Калифорнийского университета Пола Гарб, которая, как вы знаете, в советское время работала в Абхазии, написала о долгожителях. Да? В выступлении она, говоря об угрозах уничтожения человечества, вообще человечества, в частности отметила: «Я хотела бы остановиться еще на одном очень важном аспекте, связанном с данной темой. Шалва Иналыпа много внимания в своих работах, в абхазах в частности, уделял экологическому аспекту абхазской культуры. Он писал, насколько абхазам важно ощущать родство не только между людьми, но и людей с природой, о почитании у абхазов взаимозависимости, глубокой связи родства людей и природы. Если ты что-то взял у природы, то ты должен вернуть это сполна». Это она один пример приводит. Раньше подобный подход воспринимался как архаика, анахронизм, но сейчас мы понимаем, насколько эта народная мудрость современна, универсальна и отвечает сегодняшним вызовам. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, отец Дорофей, за доклад. Он был очень насыщенным, он представил перед нами еще одну грань проблемы культурологического характера, это проблему экологии. Нам с вами кажется, что проблема экологии — это что-то далекое, это тем, что озабочен только западный мир, что эти вопросы нас напрямую не касаются. Дескать, у нас достаточно неплохого качества вода, у нас достаточно неплохого качества продукты, но тем не менее, вот согласно докладу отца Дорофея, мы сегодня видим, что культура поведения, которая вот обозначена в этом докладе, она сегодня напрочь отсутствует, ее просто нет. Вот у меня возникает такая мысль по этому поводу. Сам отец Дорофей сказал о сакральном отношении абхазов к природе. И эпоха сакральности уходит вместе с эпохой архаичности. Сегодня модерн, постмодерн, новое время. Люди меняются под влиянием этого времени, и вместе с архаикой сакральное отношение, трепетное отношение тоже уходит в прошлое. Олег Несторович, на ваш взгляд, возможно решение этой экологической проблемы, она культурологическая в своей основе, решение этой проблемы без восстановления этого сакрального отношения? Вот как вы считаете? Или же какой-то другой подход? Спасибо большое. Прежде чем отвечу на ваш вопрос, я хотел бы поблагодарить вас, отца Дорофея, Герман, и вас, и всех, кто служит в этом храме, в храме Духа, в храме Святом. Вы сегодня пригласили, здесь мы проводим эту встречу, обсуждаем, на мой взгляд тоже, как и на ваш взгляд, очень животрепещущие проблемы, решение которых связано с нашей жизнью, с нашим благополучием, с нашей перспективой и так далее, и так далее.
Еще раз вам большое спасибо. Лучшего места, чем вот этот храм, я себе и представить не могу. Где человек, если даже несет в себе какие-то несоответствующие духовной, морально-психологической чистоты, войдя в этот храм, в этот двор, он уже одухотворяется, он уже, ну, во всяком случае, он не сможет не среагировать на эту ситуацию, которая здесь наблюдается и которая здесь царит. Что касается поведения человека, чрезвычайно важно, особенно сегодня. Сегодня, когда фактически культура находится в вагональном состоянии, и когда начинают преобладать другие стереотипы и принципы техногенной цивилизации, фактически меняется не только стереотип поведения, матрица жизни человеческой меняется сегодня. И потому поведение наше, оно не укладывается совершенно в те стереотипы, о которых отец Фейс здесь говорил. Совершенно не укладывается. Люди об этом не знают. Если даже догадываются, они предпочитают сегодня вести себя по, как вам сказать, в упрощенном варианте. То есть человек сегодня хочет жить не тратя каких-либо интеллектуальных усилий. Он хочет жить. Его отношение к природе сегодня наглядно на наших глазах меняется, хотя мы это чувствуем, но не всегда осознаем. Значит, два типа отношения к природе существует. Это в истории философии, это в истории психологии, это и в истории культурологии. Субъектно-субъектное отношение и субъектно-объектное отношение. Это разные принципы, они отличаются. Наши предки, когда шли в лес заготавливать дрова на зиму, они топор не показывали. Да, значит, потому что это природа, это все окружающее, это нечто живое. Загепсрхо. Вот сама природа, Апсабара, если перевести, здесь как раз писатель сидит, он лучше меня это понимает, чувствует. Апсабара, это значит запсуто. Апсуто. Апсабара. То есть нечто одушевленное. Неодушевленного с точки зрения мировоззрения абхаза, бывшего абхаза, неодушевленного, мертвого, такого нет вообще. И жизнь вообще связана с водой и душой. И обратите внимание, которые в абхазском языке, Олег Несторович, прошу прощения, в адыгском языке одним словом обозначаются, да, и вода, и душа, да, да. А что хочу сказать, значит, человек по Дарвину наиболее среди всех живых существ способен приспосабливаться к внешним условиям. Человек способен это делать. И природа в данном случае является учителем человека. То есть, когда он начинает мыслить, думать и так далее, он не может из чего-то исходить. Не исходить из чего-то. Из чего он может исходить? Из того, что он видит вокруг себя. Путем наблюдения он видит. Соответственно, этому он развивает свой интеллект.
Значит, в горах на самом деле поведение гораздо сложное. Человек, когда приспосабливается к природным условиям, он не только приспосабливается, но он приспосабливает эти условия к своим потребностям. Этим он отличается от остальных живых существ. Все остальные живые существа только приспосабливаются. И ничего там не хотят менять, изменять и так далее. Для них природа совершенно, предельно. Для человека нет. Человек, пожалуй, самое хитрое в хорошем смысле слова существо природы. Он изменяет, приспосабливается, но в то же время изменяет. Что касается теперь нашей экологии, о которой говорил отец Дорофей и правильно говорил. Обратите внимание, мне в детстве и в юношестве удавалось, имел я возможность наблюдать за поведением домашних животных на равнине, в предгорье и в горах, в высокогорье. У них поведение меняется. В зависимости от того, по вертикали, как они поднимаются, их поведение меняется. Если за поведением принят реагирование растительного мира, мы наблюдаем тоже следующее. Значит, скажем, орех, который в низменности растет, он очень высокий, высоко растет. Чем больше мы по вертикали поднимаемся, рост ореха или любого другого дерева снижается, а наверху горы, там фактически все эти деревья, они становятся такими маленькими, растительными и так далее, и так далее. То есть они тоже меняются. То есть природа, она реагирует рельеф и реагирует не только разнообразие, природное разнообразие не только по горизонтали, реагирует и по вертикали. И люди тоже так строят свое поведение. И, кстати говоря, Абхазия делится на 3 категории. На равнинные Абхазии, предгорные Абхазии и горные Абхазии. Это не просто, кстати, предгорные, горные или равнины, не просто это название, потому что он в предгорье жил. Нет. В поведении это заметно, что он горец, или в предгорье живет, или на равнине. И в поведении это наблюдается. В отношении друг к другу это наблюдается. И сегодня это наблюдается, несмотря на то, что уже из нашего сознания все это выветрилось. А язык абхазский сохранил Ашхаруа, Агава, Ачаева. Язык это сохранил. Значит, это непростое географическое название. Значит, они по-разному вели с учетом природной специфики, рельефа, экологии, водных ресурсов, растительных ресурсов, животных ресурсов и так далее. С учетом этого они структурировались. И причем структурировались они и по хозяйству. Там в высокогорье кукурузу сеять нельзя. Там и всех этих домашних животных, которые, например, скажем, буйволы, там не заведете вы. Значит, там в основном это козы, приспособленные к этому рельефу, вот такое домашнее животное как раз они и выращивают, и держат. Что касается, например, на моих глазах это происходило, это я наблюдал и видел, как козы себя ведут на равнине и как они ведут себя в горах. Когда по этой тропинке скалы козы идут, на первом во главе стоит вот этот самый крупный с этим, значит, отца. Да, значит,
они все внимательно слушают, где предводитель находится. И все они в одну шеренгу выстраиваются. И, Боже, упаси, чтобы они баловались там. Этого не происходит. Как только на равнине оказываются, да, на равнине они начинают, естественно, драться, баловаться, бегать и все, что хочешь. А здесь как бы даже уступают друг другу дорогу, чтобы беды не случилось. Они это чувствуют. И теперь трогательную одну сцену, которую я в горах совсем недавно услышал. Это недалеко отсюда, в верховьях Рыци. Там пастухи стояли. Пастухи там стояли, и вот нас пригласили, мы у них побывали, вот такой рассказ я слушал. Там. Фамилии этих людей знаю, из какого села и так далее знаю. Значит, они, там и коров было, и коз было, и все, что хочешь, и лошадей было много. Значит, лошадь одна родила жеребца. А там ровное такое место наверху. Ровное место, жеребца она родила, а жеребец имеет такую привычку. Там, где пасется мать, он тоже там где-то возится и так далее, а потом на хорошую травку, мягкую травку ложится, тем более солнце встало в горах, солнце освещает, и жеребец валяется буквально, а мать пасется. Но за этим полем обрыв большой. Жеребец встал, решил побегать. Ему очень хочется. Стал бежать, мать стала беспокоиться, но он бежит. Но тем не менее мать видит. И вдруг жеребец не удержал себя и провалился в этот хребет. Пропасть. А мать у хребта стоит, мучается, бегает туда-сюда, а жеребец упал и валяется, лежит уже мертвый. Мать настолько переживала, они говорят, они чуть было не плакали, как мать переживала все это дело. И когда увидела, что она никак спуститься, никакой дороги найти не может, спуститься не может, она прыгнула. Прыгнула, и лошадь тоже разбилась, естественно, значит, она тоже погибла. Пастухи почти сутки спускались со свечами, с лопатами и прочим и так далее, их вместе похоронили. Свечку поставили. Всю ночь им пришлось там ночевать. Да, подняться было опасно, им пришлось там ночевать. То есть горы опасны, гораздо более опасны, чем равнина, и потому и животные, конечно, это остерегаются, а и человек тоже должен остерегаться. А теперь я хочу возвращаться к поведению уже. Природный фактор, вы правильно заметили, природный фактор здесь, несомненно, работает. Но работает также фактор взаимосвязи с другими культурами, народами, цивилизациями и прочим. Они тоже работают. И в конечном итоге даже мы не всегда осознаем, но чувствуем, если мы находимся к какой-то опасности, в данном случае опасности исчезновения. Вот это ощущение сегодня как бы незримо и рационально неосмысливаемо присутствует в нашей психологии. В подсознании это сегодня присутствует. Это великолепно описал тот же Хайзинга, имея в виду разных племен и так далее, когда он дает описание, как их обычаи и традиции менялись, и что они вытворяли, это один в один, как будто Хайзинга был в Абхазии. Бывал на наших свадьбах, на наших похоронах. Он точно так же описывает, как древние греки и эллины, как исчезали при наступлении эпохи агональной культуры, как они начали вести себя.
И, кстати говоря, не нужно до голландца Хайзенка идти, или Платона, или еще кого-то другого. Достаточно для этого почитать абхазский эпос Нартагарович. А там дается это описание, как нарты герои исчезали. Как отцам исчезли. Ну да, как они исчезали. То есть, будучи героями, их вдруг как будто ветром сдуло, их не стало. А что же их унесло? А это их мать Сатаневача оправилась, и вода стала наводнением, и их унесло. Это карикатурный сюжет уже. То есть они уже никакие не герои. Они предмет посмешища. Вот эта вода вполне достаточно была для того, чтобы их вывести, выветрить, и чтобы они исчезли. Вот такая угроза, несомненно, не только для нас сегодня, и для всего человечества существует. И это не секрет. То есть, чем дальше человек отходит от культуры, а культура это прежде всего система ценностей. Ценностей. А культура это, без культуры человек жить не может. Культура это, как говорил Фрейд, это цензор для человека. Культура это инструмент, универсальный инструмент, чтобы человек мог оградить себя от своих же угроз, от угроз эго, которое в нем сидит. Эго, конечно, играет и положительную роль, но оно играет и отрицательную роль. Значит, для того, чтобы управлять своим эгом, человек должен обладать большой волей. В противном случае он вынужден отдаться. А что такое свобода? А что такое вот ценности, такой свобода? Культура это объединение разных людей в единый организм, социальный организм. Вот, значит, вот задача, миссия культуры – объединить их в нечто единый социальный организм для того, чтобы разные люди могли совместить друг с другом. А чтобы их совместить, нужно, чтобы они уважали друг друга. И чтобы вот это поведение не доминировало личностное эго. Это не было угрозой для меня, для вас, для кого-то другого. Значит, жизнь человеческая, она чрезвычайно сложная. Аналогов в природе нет. Это сам человек. Да, потому, значит, в нем присутствует, культура в данном случае, что нужно было? В эго индивида. Культура сама тоже не может существовать без этого индивидуального эго, ибо культура – это абстракция. Это то же самое государство. А лицо государства определяют люди, которые там работают. А культура, значит, это как бы человек отчуждает от себя и превращает в самостоятельную силу, наделяет ее силой, для того, чтобы он мог ею защищаться, для того, чтобы ею мог жить. Ему нужен такой партнер, ему нужна такая внешняя сила. Почему люди придумали государство? А потому что через государство они хотели себя защитить. Да, они же сами создают. И то же самое культура. Государство создалось значительно позже, а культура значительно раньше. А сегодня не время культуры. Спасибо, Олег Несторович. На этой оптимистической ноте. Мы поняли, что субъектно-субъектные отношения – это отношение к частям природы, с которыми встречается человек, как к чему-то живому.
и в ценностной ориентации, если не равному, то не очень и низко стоящему от себя, к чему человек относится с уважением. Именно поэтому, как говорил отец Дорофей, охотник из группы охотников стрелял именно один, именно поэтому человек, идущий в лес, прячет топор и так далее, и так далее. То есть отношение к окружающей среде как к живому и одушевленному. Даур Капитонович, пожалуйста, ваше мнение на этот счет. Хочу поблагодарить отца Дорофея за очень содержательное. Я ожидал разговор, доклад любой, только не это, кстати. Это было для меня очень неожиданно. Но, как выяснилось, это очень даже показательный для нашей культуры момент, очень отношение, поведение человека, абхазов мы имеем в виду в данном случае в горах. Я слышал от старых людей, в частности от своего дедушки, ну как все наши отцы, мой дед родился в 1901 году. И представьте себе, сколько раз он бывал в горах. И он говорил, что есть два чуда. Он имел в виду, обобщал на весь мир, он говорил. Два чуда – это горы и море. И это, наверное, так и есть, потому что горы ошеломляют при встрече с ними. Они ошеломляют любого человека, конечно. Это действительно нечто священное, нечто сакральное, нечто непостижимое. То есть мы очарованы красотой гор. Мы сами не понимаем, конечно. Скажем, в частности, мой дед не был образованным человеком, в смысле, не умел ни читать, но он жил полноценной жизнью. Остроту жизни, наверное, он ощущал, может быть, больше, чем его потомки. И он это воспринимал на таком инстинктивном каком-то уровне, подсознательном, что горы – это красота, непостижимая красота, которая заставляет человека благоговеть перед ними. Поэтому все это, конечно, можно здесь сказать, что это все было очень практичное, прагматичное отношение, поведение человека в горах, абхаза. Некоторые приводят такой довольно, может быть, вульгарный аргумент, что он не убивал много дичи, потому что просто не было холодильников. Негде было прятать все это мясо, оно быстро портилось, поэтому он убивал то, что он мог съесть за один раз. Там, если здесь несколько человек, то... Но это, мне кажется, не совсем верное объяснение, оно действительно вульгарное, недалекое от правды. Там действительно было осознание того, что я должен чем-то питаться. При этом он считал, что он просил прощения, во-первых. Он перед дичью, он просил у Вейпча, у божества охоты, он просил дозволения пристрелить какую-то дичь. И он благодарил потом, когда ему удавалось. То есть необходимость жизненная и в то же время осознание того, что это такое для него очень сакральное действие, и он не переходил границы. Горы, опять, Олег Александрович, у него мелькнуло слово «свобода». Горы – это синоним свободы, по большому счету. Небо наверху, здесь просторы и красота. Но эта свобода, как настоящая свобода, была строго, как отец Дорофей сказал, регламентирована она была. И поэтому человек вел себя, чтобы... Абхаз вел себя в горах, наверное, чтобы встроиться в эту систему как гармоничный кирпичик, чтобы он там был своим, чтобы горы приняли его. И он, соответственно, своим представлением о священном, сакральном, о горнем мире, он вел себя именно так, как он считал, что это и горы его примут, не отторгнут, не накажут за то, что он себя вел неправедно. И это удавалось сохранить очень долго, пока не появились холодильники, наверное. Цивилизация. Пока не пришла цивилизация,
Потом начали вырубать леса, загрязнять источники. И это отношение. Теперь, да, уходит даже у нас вот Пакваш. Я знаю, что мои соседи есть, которые держат коз, они ежегодно гоняют стада в горы. Кстати, кто гоняет стада в горы, они немножко отличаются от тех, кто постоянно остается в деревне. Где-то, может, мне так кажется, может, я сфантазирую, но у них, такое ощущение, что у них более одухотворенные лица. Как бы они смотрят туда. Вы знаете, Даур, это правда. Вот такой маленький пример, но очень показательный. Не знаю я ни одного случая угона автомобилей в горах. Что оставляют там, Да. и потом пешком Я идут. не знаю ни одного случая. Люди везде ставят, где получится, и докуда он доехал. И вы видите, причем, что лес, местность открытая и так далее, но везде, ни разу это интуитивная работа, заложена в подсознание отношения. Да, культурного кода интуитивная работа, наверное, идет, да. И вот в эту гармонию человек пытался вписаться. Там, здесь Олег Николаевич говорил, индивидуализм не имел места, конечно. Но наше общество традиционно, наверное, было такое, что, как мы в тот раз с вами рассуждали об этом, народ как такое единство, но оно очень гибкое единство, способное к переменам. И в этом народе отсутствовало чувство стадности, то есть человек в этом народе не был просто-напросто безликим, винтиком и так далее. У человека была своя индивидуальность, свое «я», но индивидуализм в этом европейском понятии отсутствовал. И в горах то же самое. Там человек, наверное, абхаз, приходя в горы, он отдавал себя полностью на волю высших сил. И он как бы исполнял эту волю, подчиняясь, исполнял эту волю и вел себя, чтобы соответствовать другим законам. А возвращение, там была чистота, для абхазов в горах была чистота. Отношение друг к другу и людей, и к природе, и к горнему миру. А вот Олег Ильич сказал, что абхазы три типа: горные, предгорные и равнинные. Вы знаете, у них было отношение не очень дружественное. Да. Я это сам замечаю. По своей деревне, там, Ачавия, Хучики, Харагин, Ход, они как-то свысока смотрят на тех, кто ниже них, кто выше них, на них смотрит немножко свысока. Это опять-таки Фред говорил, что в любом селе, конечно, вы помните, что в любом селе конкурируют горные жители, это самое. И это все имело место, но оно было, наверное, все же в горах не так много людей одновременно находилось. В предгорьях чуть больше, наверное, в низменной части еще больше людей. И здесь вот это количество, как бы, которое не переходило никак в качество. И поэтому здесь, наблюдая, в низменной части, наверное, люди позволяли себе нарушать многие заповеди, потому что это нивелировалось в массе людей каким-то образом, может быть. Может быть, от того, что здесь выживать было труднее, наверное, от того, что ресурсов в низменной части, может быть, было меньше в какой-то степени. И здесь есть аристократизм гор. Вот это чувство абхазы имели, и они, это все, опять-таки, мы говорили в тот раз, закат такого типа культуры мы сейчас, к сожалению, наблюдаем, потому что горы стали местом, объектом для туризма. А вот когда вот Джипин Ханюхас, я вот несколько раз, мы все ездили на Аватхару, никогда эти ребята наши тоже, конечно, как они проезжают на такой огромной скорости с этими туристами на борту, я все время боялся, что они опрокинутся, упадут, что-то страшное произойдет, но и шум, там столько шума теперь уже, извините меня. И это
Такое отношение к горам вернуть, наверное, невозможно, но в соответствии с экологической проблемой, нависшей над всем человечеством, и над нами, мы же на одной планете живем, и принять какие-то законы, какие-то способы оградить горы, потому что это для нас не только священные места, но они напрямую влияют на уровень нашей жизни, на качество нашей жизни уже. И это очень актуально. Опять-таки, возвращаясь к тому, что вот, Пицунская дача, там же заповедник, насколько я знаю. Заповедная зона, значит, это особая зона, где какие-то эндемичные культуры растут, какие-то деревья растут, которых, может быть, нигде нет, какие-то обитают там, животные, насекомые. То есть это охраняемая зона для того, чтобы это богатство перешло к нашим наследникам тоже. Да, в равной степени, как, собственно говоря, Ват Хараридзе, это же все тоже То же заповедник. самое, тоже заповедники, Да, да. заповедник тоже. Да, вся Абхазия в некотором роде заповедник, да. И поэтому это вещи, которые должны артикулировать не только представители, скажем, научной, творческой элиты, но... Извиняюсь. Сегодня в Италии есть один небольшой город, название я не знаю, недавно показывали по телевидению. Туристический город. Население, численное население где-то около 150, около 200 тысяч населения. Они живут по традициям, нормам и ценностям 14-15 веков. Население этого города. Архитектура этого города с тех пор около 400-500 лет не менялась и не подлежит изменению архитектуры. Никаких ремонтных работ не ведется. Люди одеваются, едят и прочее и так далее по тем ценностям и традициям. А это курортный город. Туда съезжаются не столько насладиться окружающей природной средой, сколько посмотреть на архитектуру и на людей, которые живут в этом городе. Они больше оказались привлекательными. Ну, это, Олег Несторович, чтобы вы понимали, это одна из тем, очень острых тем, которые, может быть, мы потом как-то более подробно будем говорить, но на самом деле полная потеря исторического облика наших древних городов, да, это страшная вещь, которая у нас идет сейчас. И, к сожалению, человек так устроен, что он не видит вот этой опасности. Мы говорили об экологии, но вот разве мы не видели неделю тому назад, что происходило в Сочи? Да. Мы же все с вами прекрасно знаем, почему это происходит. Да? То есть, когда природа устроена таким образом, чтобы, значит, стоки шли в реки, в речушки, все это уходило в море, а мы между ними всеми забетонировали и вглубь земли, вверх, и вдоль, и поперек. Ну а как мы хотим, чему в данном случае удивляться? Вот это один момент. И второй момент, чтобы я потом, Герман, слово не брал, вот мы говорим о том, что вот мы теряем, люди не хотят соблюдать, Вот здесь присутствуют люди, в том числе и мои прихожане, которым мы ездим и совершаем разного рода религиозные обряды на природе. Вот обращаю ваше внимание, что за 4-5 лет кардинально изменилось поведение и форма организации этих религиозных обрядов с массовым участием людей. Потом это потихонечку перешло в другие общины. В тех общинах, в которых я участвую в совершении ацунха, скажем, да, идет регламентация, идет упорядочение жизни, поведения, культура еды за столом. Проблема не в людях. Понятно, что всех не переделаешь, всех не... Проблема в том, что мы, как абхазское государство, да, и элита абхазского общества не смогли преподнести так, чтобы у людей было желание что-то сделать. Поверьте мне, вот то, что я сегодня вам предлагал, это будет опубликовано в интернете, безусловно. Вот. Поверьте мне, очень много молодых абхазов и молодых людей, тех, кто будет ездить в горы, прочитав, у них это автоматически будет срабатывать. Просто мы не делаем должной
К сожалению, это может быть слово звучит как-то криво, пропаганда, да, в плохом смысле, но в данном случае она имеет хороший позитивный смысл и содержание. Кто-то может сказать, я заканчиваю, что вот это такое отношение к горам, это архаика, это пережиток традиционного общества, древнего мира, язычества, там, обожествление природы и так далее. Но история же ведь движется, как нас учили по спирали. И человечество возвращается к тем же ценностям. Чтобы выжить, значит, надо так относиться к природе. Как не к части тебя, а как ты являешься частью этой природы. И природа всесильна. То есть природа всесильна. Она живая, она может, если ее загнать в угол или там подземные эти самые, как это вы рассказывали только что, она может сбунтоваться и она может отомстить. Я не хотел бы сказать, потому что природа выше вместе, я считаю, но она может просто наказать. Да, большое спасибо, Дауль Капитонович. К тому, что вы говорили сейчас, добавить один случай. Много времени я не потрачу. Это было недавно. В стенах Абхазского государственного университета при президенте Сергее Васильевиче Багапш. Значит, Сергей Васильевич Багапш с большой командой поехал в Южную Америку. Вернулись они оттуда, и в это же время в университете проводилась достаточно широкая конференция, международная. Там присутствовали, конференция проводилась на базе агроинженерного факультета. Проводилась конференция, и из России были специалисты, аграрии, разные люди были из разных городов Российской Федерации. И вдруг выступает с трибуны вот этой конференции выступает министр иностранных дел. И он рассказывает следующее. Значит, мы, говорит, были в Южной Америке, и нас там 3 или 2, или что ли, значит, поехали, говорит, в Чили, чтобы внимательно посмотреть чилийскую корову. И мы, говорит, с разными бизнесменами встретились, и мы в ближайшее время оттуда будем брать чилийскую корову молодняки. И дал описание и прочее, прочее. Я сидел и думал, какое дело министру иностранных дел покупать корову и так далее. Я не совсем понял, что к чему. И после него выступает на вид какой-то очень, знаете, какой-то забитый крестьянин или что ли, значит, выступает какой-то человек русский. Оказался доктор биологических наук, профессор из аграрного университета Краснодара. И он говорит следующее. Не надо, говорит, мучить этот чилийских молодняков. Такие коровы, говорит, вы можете и у нас купить. Но если нашу корову ярославскую или еще какую-то корову вас не устраивает, и краснодарский не устраивает, говорит, вы можете в Голландии купить, вы можете в Финляндии купить. Зачем, говорит, из Чили сюда тащить? И вообще, говорит, этого не надо делать. Я, говорит, знаю Абхазию очень хорошо. Лучше абхазской коровы в этих условиях, природных условиях, вы не найдете нигде в мире. А что собой представляет ваша корова? Он дает описание. Эта корова, говорит, самая дешевая корова в мире. Ибо, говорит, она почти сама себя кормит. И молоко приносит. Только чуть-чуть надо ей помочь. И причем она питается экологически чистой едой. Она все, что попало, говорит, не кушает. Это наша ярославская корова, говорит, это завод, все, салафан, малафан, все, что хотите, съедает, говорит. Ее нужно доить. Но сравните, говорит, молоко, качество молока абхазской коровы и сравните молока чилийской коровы, голландской коровы, финляндской коровы, российской коровы. Все это искусственное молоко. Это даже очень вредное молоко.
Ваше молоко, говорит, абхазская корова, говорит, если ей помочь и держать ее в более-менее сносных условиях, она, говорит, в сутки дает 8-12 литров молока. Чистого. Да, и это даже вполне достаточно. Абхазская семья, средняя семья абхазская, в сутки, говорит, больше 2-3 литров молока не съест. Остальное, говорит, продавайте. И так далее. И эта корова, говорит, вас выручит, говорит. Вас выручит. Единственное, что я мог бы здесь, я знаю, где мы находимся, говорит, единственное, когда вы из амбара коровы, из коровника выгоняете, поменьше ее бейте и поменьше проклинайте ее. Экология, человек, и корова, и коза, и курица, и индюшка, все, что хотите. Дикие, домашние, это есть нечто единое целое. Да, спасибо, Олег Несторович, замечательный был пример. Спасибо, Даур Капитонович. Мы поняли из ваших размышлений, что даже на примере не только людей, которые живут на равнине, предгорьях и в горах, но и на примере самой природы, которую мы наблюдаем, что чем выше в горы, вы сказали, тем флора нам показывает растения более низкорослые. То есть вот эта высота, она способствует смирению гордыни, Олег Несторович, как мы в церковном обиходе можем это переговорить. И, наверное, баланс благодаря этому существует. Что касается замечательной темы, с которой нас ознакомил сегодня отец Дорофей, то здесь не нужно удивляться, потому что здесь прямая перекличка непосредственно с теологией, ибо вопросы экологии, вопросы икоса, да, это вопросы домостроительства. Икос в переводе с греческого «дом», и то, что мы называем божественным промыслом, это и есть перевод на русский язык вот этого вот слова домостроительства или эко, что связано с икосом. И поэтому проблемы экологии, они как никакие другие раскрывают проблемы, которые человек несет внутри себя. И, наверное, решение большого количества вопросов будет связано вот с этим ощущением окружающей среды. Вы говорите об единстве между субъектами, а где люди объединяются? Они объединяются под одной крышей. У них должно быть ощущение общего места проживания. И, конечно, если у людей каким-то образом, мы пока не знаем, каким, будет восстановлено это ощущение мира как общего дома, а не как чего-то такого, куда можно прийти, как отец Дорофей рассказал, вот все эти ужасы и проявления, да, в горах, вот, не дай бог, если мы еще их будем наблюдать. И вот это вот восстановление вот этого единства, наверное, является первоочередной задачей культуры. Потому что никакая другая на сегодняшний момент деятельность человека на это не направлена, и уж точно не производство будет этим заниматься, однозначно не цивилизация. Поэтому большое спасибо. Да, это же, Герман, как раз вот знаменитый французский фильм документальный, да, о природе, который запрещен, к сожалению, в подавляющем большинстве стран. Да, ведь он же показал, что дом, да. Значит, он же очень хорошо показал, что значит, трата воды в каком-то одном регионе, да, значит, нецелесообразная, как может повлиять, значит, совершенно в другом регионе, когда нам кажется, что это никак не связано. Да, это же очень хорошо в этом смысле показывает. И этот вопрос, который мы адресовали Олегу Несторовичу как мыслителю, тоже, наверное, стоило бы, и Даур Капитонович тоже его затронул, стоило бы, наверное, и представителю духовенства тоже осветить. Все-таки восстановление этого баланса между человеком и природой, между человеком и окружающей средой, с миром флоры и фауны, оно возможно без восстановления сакрального восприятия или нет, на ваш взгляд, отец Дорофей? Ну, я понимаю одну принципиально важную вещь, и я даже более узко скажу для абхазского, да, для абхазского понимания этой вещи. Вот Симон Басари в свое время сказал, когда произошла революция и так далее, он сказал,
Апсуара и религия не взаимосвязаны. Значит, такой постулат был зафиксирован и высказан им. Вот этот постулат привел отсутствие связи религии, между Апсуарой и религией привел к тому, что Апсуара перестала вообще работать. То есть, когда мы говорим сакральное, человек, чтобы чувствовал ответственность перед высшими силами. Перед человеком он всегда будет нарушать, он понимает, что другой человек такой же, как он, поэтому ничего страшного, если я у него что-то заберу, землю буду использовать, как я хочу, воду я к себе проведу, а что будет с ним, это меня очень мало волнует. А здесь сакральное, когда мы говорим, здесь подразумевается еще такая вещь, что человеку, хочет он того, не хочет, верит он в это, не верит, но придется дать ответ. Понимаете? Придется дать ответ. И вот когда придется делать это, в том числе с него спросится, что он соделал с тем творением, как мы говорим на церковном языке, творением Божьим, которое было предоставлено ему в пользование, а не в расхищение, разорение и уничтожение. В пользование во благо ему же. Вот этот вопрос как раз и провоцирует человека, вот обращаю ваше внимание, провоцирует человека к тому, чтобы где-то себя ограничить, где-то себе сказать нет, где-то здесь призадуматься, значит, чтобы себе не навредить, как вы совершенно правильно сказали, чтобы себе не навредить, не нарушить то, что существует. Поэтому вот то, что мы наблюдаем, секуляризация мира, как мы говорим, да, ведь мы же, чем больше происходит процесс секуляризации или обмерщения, говоря русским языком, значит, тем больше мы наблюдаем экологических катастроф. Ведь таких же войн, которые человечество породило в 20 веке, эта же история не знала. Таких катаклизм, которые мы сегодня наблюдаем, история не знала. Ведь значит, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, мы же прекрасно, Даур, вы больше меня и хорошо знаете в этом отношении, вы профессиональный физик, вы же прекрасно понимаете, что значит, Гейзенберг не был уверен, какая будет последующая цепная реакция. Он же не был уверен, но тем не менее опыт сделали, но тем не менее взорвали. И поэтому вот это, когда значит, возникает вот эта тема, человека навряд ли можно будет остановить какими-либо законами, правилами, еще чем-то. Его можно только остановить, если вот то, что мы говорим в общем, духовная составляющая, частью которой является в том числе культура. Два слова еще раз хочу я вот акцентировать, на мой взгляд, горы это как синоним непостижимой, наверное, и божественной красоты. И любой, кто побывал в горах, я наблюдал это, видел многих. На первый взгляд, как бы не очень развитые души, не очень образованные, к рефлексии не склонные, но все они после гор находятся под неизгладимым впечатлением, и это остается у них на всю жизнь. Это значит, это рождает большую надежду на то, что в каждом, наверное, так и есть, в каждом сидит божественная душа, а вот через красоту он приобщается к высшим. Я думаю, что архитектура вот на территории Абхазии, не только на территории Абхазии, вообще на Кавказе, и кавказская архитектура, если можно говорить, она достаточно хорошенькая, традиционная архитектура, она приспособлена. Да, к ландшафту, да, приспособлена. Здесь на Кавказе не идет такая архитектура, как, скажем, в Европе или там в Индии или еще такая архитектура на Кавказе не идет. Помимо всего этого прочего, на мой взгляд, кавказец, горец, в том числе и абхазец, на горы вот эти смотрят как естественную архитектуру, как божественную архитектуру он смотрит. Более лучше, чем сами вот эти горы, там, архитектуры, по его представлению, быть не может. Да. И потому эти горы священны для него.
Ну, я могу вот последнее, что хотел бы в этой беседе сказать. Вот мы очень часто, уже третий семинар, третья встреча, постоянно в наших выступлениях звучит слово «красота». Постоянно звучит. И поэтому я хочу завершить словами Достоевского, который сказал: «Красота спасет мир». Понятно, что под этой фразой есть разное понимание вещей, но я бы в буквальном смысле, как это прозвучало, и то, что мы понимаем в русском языке под этими словами, я бы именно так и понимал бы. Да, спасибо большое. Благодарим вас за сегодняшние мысли. Мир не стоит на месте, все течет и изменяется по слову мыслителя. Происходят глобальные изменения, кто-то говорит к счастью, кто-то наоборот. И как будет выглядеть или как выглядит наша культура в условиях трансформации изменяющегося мира, это как раз тема нашей следующей встречи, вот, на которую ваш покорный слуга предоставит свой доклад. Большое спасибо.